Во Владикавказе прошло заседание, посвященное вопросам экономической и социальной политики. Провел его начальник профильного отдела аппарата полпреда президента ВСКФО Вячеслав Песков. Главная цель совещания – проверить, как в Северной Осетии исполняются указы президента Владимира Путина. Песков попросил, чтобы руководители республиканских министерств представили ему список реальных проблем. В частности, политик говорил о необходимости максимально обеспечить жильем детей-сирот. Также Песков попросил обратить внимание на дошкольные учреждения, а именно на количество мест в детских садах. Председатель правительства Сергей Токоев доложил, что в республике ведется активная работа по сокращению очередей. Ну и самый острый вопрос – здравоохранения. Чиновник настоятельно рекомендовал решить проблему с нехваткой медикаментов во всех больницах Северной Осетии. Мы сегодня посетили 5 объектов социальной сферы. Значит, это дети-сироты, переселение из ветхого жилья, здравоохранение объекты, значит, ветераны Великой Отечественной войны. И дошкольные учреждения. Что хочу сказать, что в целом программа выполняется. Она выполняется во всех субъектах, в том числе и в Республике Северная Осетия и Алания. Но, конечно, есть трудности свои. Без них нельзя. Для этого мы находимся сейчас здесь, для того, чтобы понять, какие трудности есть, как их совместно решить. Находки археологов продемонстрировали главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову. Древние украшения, глиняные кувшины с аланскими орнаментами, предметы быта – это лишь малая часть того, что удалось найти в станице Змейская. Здесь артефакты от эпохи Средней бронзы до Средневековья. Археологи рассказывают, что рядом с могильниками обнаружили поселения. Благодаря таким находкам ученые смогут выдвинуть новые теории об этническом составе местного населения и их культуре. Найденные артефакты в скором времени пополнят музейную коллекцию. Сейчас все предметы на реставрации. Специалисты работают над тем, чтобы максимально воссоздать первоначальный облик каждого предмета древности. Впечатления огромные. Мы давно, часто как дилетанты, говорили об этих местах. Кое-кто их описывал. Были добросовестные, добротные материалы, которые стали нам доступны через выводы ученых, их имена известны. Этот материал уже дает ответы на какие-то вопросы, поднимает новые вопросы, какие-то версии подтверждаются, закрепляются, появляются новые версии. Если все это в популярном виде будет описано и издано, то, мне кажется, это будет огромный вклад в то, что мы называем «Узнайте самого себя и кто мы, и откуда». 90 человек остаются в больницах после отравления питьевой водой в Алагире. Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Владимир Селиванов. В Алагирской больнице с диагнозом ротавирусной инфекции находится 26 пострадавших. 66 детей проходят лечение в детской республиканской клинической больнице. Еще 6 в КБСП. Сегодня только 2 пациентов выписали из детской больницы. Напомним, около 100 жителей Алагира, в основном это дети и подростки, отравились питьевой водой. Во время работ на водопроводной линии были повреждены трубы, в результате чего в них попала грязь. Сейчас на Алагирском водопроводе идут очистительные работы. Состояние всех удовлетворительное, даже поступивших. 2 там средней тяжести. Из-за фибрильной температуры. То есть той, которая поднимается до 38-39. В принципе, тяжелых детей нет и не было, собственно говоря. В Доме правительства состоялась церемония награждения спортсменов. Глава республики Таймураз Мамсуров вручил медали во славу Осетии чемпионам мира по вольной борьбе Суслану Рамонову и Хайтагу Цаболову. Бронзовый призер чемпионата мира Хаджимурат Гацалов и чемпион юношеских олимпийских игр по тяжелой атлетике Хайтаг Хугаев были награждены благодарственными письмами. Тренеры победителей также получили из рук главы благодарственные письма. Это для меня первая такая награда, конечно. Я даже не предполагал, что такое возможно, что мы будем здесь и нас будут награждать такими орденами, даже как-то очень приятно, и даже, я не знаю, какие-то другие новые какие-то эмоции я получаю от этого, что с такими людьми рядом нахожусь и такие награды получаю.